говорить о небесном, о Боге. Они называются «Я не могу любить, как Ты». И второе пение «Ты мой Бог». Исполняет Вячеслав Парфенов, город Камрад. Пожалуйста. Приветствую вас, друзья. Я очень люблю нашу Гагаузию. И я очень рад, что вы участвуете в таком прекрасном мероприятии, как сегодняшняя презентация этой книги. Добром стараюсь воздавать врагу, но с каждым днем яснее понимаю, что так любить, как ты, я не могу. Я падаю, меня ты поднимаешь, я шаг ступлю и падаю опять. А ты моих грехов не вспоминаешь, лишь ты один умеешь так прощать. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не умею так, как ты, смиряться, все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истины держаться, довольствоваться малым, не роптать. Так сострадать, как ты, я не умею, так поддержать, как ты, я не смогу. Но ты меня ведешь своей тропою, и жизнь мою не отдаешь врагу. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови.
каждым днем яснее понимаю, что так любить, как ты, я не смогу. Тебя люблю, мой Бог, я всей душою, и с каждым новым днем хочу любить сильнее. Люблю тебя за то, что ты со мною и говоришь со мной любовью неземной. В руках твоих
Люди, родные нашему сердцу, занимают главное место в нашем сердце. И когда мы расстаемся с ними, боль продолжает долгие годы жить в наших сердцах. Очень часто мы эти отношения ценим. Но когда утрата наступает, мы вспоминаем, насколько сильными были отношения между нами. Материнские руки и любящее сердце не заменит ничто и никто в этом мире. Об этих отношениях есть место в поэзии Георгия Топал. В 2001 году было написано стихотворение «Анаджима» на гагаузском языке. Чуть позже было написано стихотворение «Я люблю тебя, мама». Именно оно было опубликовано в поэтическом альманахе «Наследие» в 2016 году в России. Мы приглашаем Георгия, чтобы он прочитал эти строки, которые очень дороги его сердцу. Спасибо. Что есть дороже мамы? Ничто. Anacığıma, Türkiye'den geldim. İnce ay çıktı minaret ardından, gümüş şafkında Yalabır kasaba, yazarım sana anacığım İstanbul'dan, dua et, gelsin yaşamam ya sabah. Hiç tutmuyor uykum, bunaldım gecede, rahatsızım çoktan, uzunca bir vakit. Yüzün görüner sansın hep önümde, bulamıyorum yer kendime ben artık. Yazırsın bana, darsımış pek canın, hiç çekmer senin yüreğini yemeğe. Beyazlanmışlar başında saçların, iplik razgeleler, girsin iğneye. Söylersin pek zormuş, çıkma bu kıştan, bitmiş çalmada odunlar, hem kömür, yardım hep beklersin pahalı oğlundan. Neden verilmiş kahırlı bu ömür? Seni ben anlarım, pahalı anacığım. Bıktın sen artık hep beni bekleme. Ondan da toplar cancağızım acıyı, ondan da bulamarım yer kendime. Ben pek yalvarırım, sen bırak kahırı, hem ver kendini Allah'ın eline. Sana geleceğim eve nice ağrı, uçar buluşma kokulu çiçeğine. Severim, giderim, bana çık karşı, sahibi yardımına, buluşma, sevinme. Я извиняюсь, мне сложно читать о маме. Я люблю тебя, мама. Слово «мама» дороже мне нет в этом суетном мире. Где бы я ни работал и жил на бескрайней земле, мое сердце привязано нитью невидимой силе материнской любви, что питает цвет жизни во мне. Я скучаю, родная моя, по чудесной улыбке, что навеки оставила след в моей детской душе. И по добрым рукам твоим, мамочка, ласки в избытке, нежный, трепетный взгляд, не забыть никогда мне уже. Я люблю тебя сильно, моя драгоценная мама. Жаль, что годы проходят как в ссылке в разлуке с тобой. Знаю, шлешь за меня ты молитвы из Божьего храма. Все мольбы за тебя, верю, слышит Господь Бог Святой. Ты прости, дорогая, меня за всю боль и тревогу, одиночество, муки, страдания бессонных ночей. По молитвам твоим я нашел настоящий путь к Богу. Его милость омыла меня, как хрустальный ручей. Очень скоро, я верю,
Всевышний подарит нам встречу долгожданную радость душе, как небесный бальзам. Я тебе, дорогая моя, поцелуем отвечу. И спасибо скажу за тебя я святым небесам. Спасибо большое за эти чудесные строки. Самый лучший друг — это мама. Она никогда не завидует, не желает плохого. В ее глазах всегда сверкает любовь и гордость за своих детей. Мама — самый близкий человек на всей земле и во все времена. Тему материнской любви продолжит Анастасия Банул в пении «Эхо любви». Слова Рождественского, музыка Птичкина. Пожалуйста. Поэзия очень тесно связана с тем, что происходит у поэта на сердце. И как мы заметили, мы подошли к темам, очень сильно волнующим авторов, поэтов, которые выступают сегодня на этой сцене. 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в городе Одессы во время известных нам трагических событий погиб сын Ивана Николаевича Милева. Это печальная история его жизни, и как мучение, как трагедия и боль из его сердца вырвалось стихотворение, которое он озаглавил «Джендим Атеши Одессада».
Иван Николаевич, я знаю, что вам также нелегко, но вы хотели бы сегодня это стихотворение зачитать. Пожалуйста. Адский огонь в Одессе. Посвящается сыну Милеву Ивану Ивановичу. 1980 года рождения, житель города Одессы, а также и другим погибшим вместе с ним в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Стихотворение написано после похорон сына в середине мая 2014 года. Когда мы хоронили после похорон в середине мая тела Акация. Но на душе было темно, горько и печально. Белые акации, гроздья душистые, болью пропитаны, скорбью залитые. Множество горя, одеся в столетиях, видела ты, оглянись в лихолетие. Но беспредела такого не видела, в мирное время страдания изведала. Адский огонь пожирал жизнь детей твоих, горько оплакала ты сыновей своих. Дом профсоюзов, алтарь сатаны и зла, черной истории день пережить смогла. Ты кровь врагов проливать не желавшая, зло победившая, мир подарившая, славу Господню прощение явившая, честь и достоинство не уронившая, и милосердием дважды окрепшая, дружбу народов навеки сплотившая. Каждой весною цветет пусть акация, не покидает мир радость, аватия. Радуйте город, вновь кроны пушистые, белые акации, гроздья душистые. Спасибо большое. «Опустела без тебя земля». Слова Гребенщикова и Добронравова, музыка Пахмутовой посвящается всем погибшим 1 мая 2014 года. Исполняет Анастасия Павлова. Пожалуйста. Опустела без тебя
В этом мире неизвестности есть известная истина. Только под сенью всемогущего, под кровом всемогущего мы с вами находимся в безопасности. Каким бы ни был человек одиноким, но осознание принадлежности Отцу Небесному наполняет его жизнь счастьем и смыслом. И я приглашаю Ивана Николаевича снова, чтобы он прочитал стихотворение «Твое дитя, бен сенин и владын». Еще излябин саби, хем доверен семя кувединен, сербиспинен сеги сармаштыр, да башла джаныма, динсизли унутма, илери яшама хавезинен, инаны корума, битки дядя икрам, каблетмя, ярдымна аннама, киюмер илерлер doğruluğundan, hepsüle kulağıma, mutluluk çok bekler ileride. Ziyetlerden kurtardın, yenilet aklımı sen ruhundan, ben senin evladın, kucakla, dinleneceğim göğsünde. И это же стихотворение «Твое дитя». Милосердный Господь, укрепи устоять в испытаниях, помоги побороть все сомнения, поверив в любовь, на Тебя уповать и в делах, и во всех начинаниях, не спошли благодать и введи Ты под вечный покрой. Дай мне мудрость понять и всем сердцем принять искупление. Повтори мне опять мир и свет у Тебя впереди. Слов Твоих теплота отозвались во мне ободрением. Да, Твое я дитя, обними, отдохну на груди. Дорогие друзья, я хочу вам сказать о том, что все продажи с книги «Свет небес» идут на помощь детского дома «Радуга надежды». Уже через несколько мгновений вы сможете познакомиться, эти детки будут здесь, на этой сцене, и также будут исполнять пение для нас с вами. А сейчас хотел бы зачитать известное высказывание английского писателя Клайва Льюиса. Он сказал следующее. Если человек не обращается к Богу в малых нуждах, то он не будет знать, как это делается, когда беда придет. Кто не научился просить Бога о детских вещах, не будет готов просить Его и о крупных. Высокоумие нам не к лицу. Мне кажется, от небольших молитв нас подчас удерживает ощущение не Божьего, а своего величия. Следующее музыкальное исполнение называется «Молитва веры». Музыка Салли Дефонт, перевод с английского Георгий Топал. Исполняет вокальная группа «Вифиль». Пожалуйста.
Следующий вопрос будет философским. Для чего мы с вами живем? В чем смысл бытия? Оглядываясь и своим взором измеряя те 70 или 90 лет, что живет человек на этой земле, понимаешь, что это очень мало. И те, кто достиг, говорят, а жизнь прошла, и мы не заметили. Кто-то ставит более высокие цели, чтобы сына родить, колодец выкопать, дом построить. Но известный и мудрый царь Соломон сказал, что и дом, и колодец, и сын – это временно. А что же главное? А главное, пишет он, чтобы сердце мудрый человек обрел, пока живет на этой земле. А как это сердце мудрое обрести? Великий гончар, Бог, желает сформировать в каждом из нас благочестивый характер. И следующее произведение так и называется «Небесный гончар» или «Gökteki çölmekçi». Давайте услышим об этом высшем смысле бытия. Пожалуйста, Георгий. Okuyacağım Gagavuşça sonra Rusça. Gökteki çölmekçi. Sevgiyle dolu gökteki çölmekçi bir kap istedi. Kendini yaratma. Dünya büyük hoşlukla oldu ziyaretçi, açan çeketli kap kilden o. Kuruma. Güydeti hazır. Yok onda istemek. Yatır çimende soluksuz ilk adam. Çok vardı o saat. Göklerde sevinmek. Açan ilk insan. Kurulduydu rayda. Sahabi üfledi. Adamın ağzına. Kalbi devreşti. Açıldı gözleri. Kanı içinde şırılder hakkına. Yeter Allah'a. Metinlik sözleri. Ama insanlar atıldı Allah'tan. Zamanla koptu önemli bağlantı. Günah ayırttı gökteki babadan. Birden azaldı. O kamil sızıntı. Rahatlık kalıp bildi. Bozuldu görünüş. Boşluk bıktırdı, çatladı kirli kap. Olsun fenalık, kötülük gömülmüş. Sahabi ver yardım, duama da cevap. O ilk halımı Allah'ım sen çevir. Sevgiyle doldur, yenilet kabımı. Hem ayus lafınla beni büyül değiştir. Kurtar Allah'ım cezadan canımı. Небесный гончар. С любовью задумал небесный гончар особый сосуд для себя сотворить. Горшечную глину Творец отыскал, с водою смешал ее, начал лепить. Вот тело готово, но жизни в нем нет. Лежит бездыханно еще человек. Все небо фиксирует этот момент, когда оживет он, начнет он свой век. Вдохнул Бог дыхание жизни в уста, и сердце забилось, открылись глаза. Кровь в венах струится во славу Отца. Адам, праотец наш, есть образ Творца. Но люди, творение божественных рук, печать совершенства в болоте потех. Их души не любят спасительный стук. Христу доступ в сердце закрыл сладкий грех. Почти уничтожил грех образ святой, но вакуум в сердце заполнить не смог. Ничто не заменит общение с Тобой. Прими меня, Боже, в небесный чертог. Тот образ начальный, Создатель, верни, любовью наполни мой грешный сосуд, и словом своим все во мне измени,
чтобы мне не явиться на страшный Твой суд. Я верю в благость и премудрость Творца. Я верю в Слово, в нем есть правда Отца. Я верю в святость всех законов Его для меня. Я верю в Божий искупительный план. Он записан в небе, где стоит вечный храм. Я верю в Сына, Он отдал свою жизнь за меня. Я взойду на самый верх горы и буду восклицать. Но достаточно ли громких слов, надо жизнью все показать. Храню ли веру Христа, свет любви горит ли в глазах, видны ли во мне Его черты и добрые дела, какую людям весть несут поступки и слова. Я верю в царство вечной славы Христа. Бог всех приглашает войти с Ним туда. Я верю в Бога, ничего нет важней для меня. Я взойду на самый верх горы и буду восклицать. Но достаточно ли громких слов, надо жизнью все показать. Храню ли веру Христа, свет любви горит ли в глазах, видны ли во мне Его черты и добрые дела, какую людям весть несут поступки и слова. Я верю в благость и премудрость Творца. Иван Николаевич, вы пишете о духовной музыке. Что, по вашему мнению, Бог желает сказать сегодня современному человеку? Я думаю, что Бог хочет сказать, что Он любит, очень любит всех. Он хочет, чтобы мы любили Его Слово, желали знать Его Слово, жить по Его Слову. А как Бог сегодня обращается к человеку? Он Какие обращается к человеку через созерцание природы, через Писание Его. Так Он открывается. Хорошо, спасибо. Следующее стихотворение так и называется «Хабир Аллахтан» или «Послание Бога». Мы вас слушаем. Хабир Аллахтан на гагаузском языке. Тут есть редкое слово «михлем». По-русски это бальзам. Хабир Аллахтан. Ben seni alacağım kucak silginden. İllinik rahatlık sana vereceğim. İsiçeceğim soğuk canını soluğumla. Ruhuna senin mihlim olacağım.
ben seni korurum, düşünerim, gel bana, atıl fenasından, yarattım, sana hizmet ederim, büyük umut kabul et düğün oğlumdan, kurtulmak vereceğim sana, elimle doğrultacağım eğri yönünü, yanında olacağım, sonsuz seninle, salt inan, kirletme yüzünü. Sen kahır çekersen, güç çekerim. Eğer ağlarsan yaşını sileceğim, hoşluğunda hem zorluğunda yüzlerim. Koynuma seni девечь алжам. И это же стихотворение на русском языке. Вольный перевод. Послание Бога. Эпиграф. Под крыльями Его будешь безопасен. Псалом Давида 94. Я хочу согреть тебя вниманием и обнять, прощая и любя, возродить спасительным дыханием, дать покой. Не отвергай меня, о тебе забочусь и скучаю, отрекись от суеты земной, я Творец, тебе служить желаю, только ты всегда иди за мной, облеку в нетленную одежду, а еще исправлю жизни путь, исцелю и подарю надежду, и поверь, исчезнут мрак и жуть. Ты когда печалишь, я печалюсь. Если вдруг заплачешь, скорбь сниму, и в беде, и в счастье я ручаюсь, рядом буду, под крыло возьму. Иисус в моем сердце, и еще одно пение. Все заботы возложу я на Него, исполнит музыкальная группа «Вифиль». Приглашаем вас.
Звучит произведение «Иисус в моем сердце», музыка Санды Дефорт, перевод с английского Георгий Топалов, исполняет группа Вифиль. Пожалуйста.